Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем наши уроки. Сегодня у нас третий урок, үшінші сабақ. Тема нашего урока сұраулы шылаулар, вопросительные частицы. Они ма, ме, ба, бе, па, пе. Они нам нужны, чтобы составлять вопросительные предложения. В верхнем углу мы видим твердые и мягкие гласные. Они наши подсказочки. Синим цветом даны слова, которым будем подбирать вопросительные частицы. Сами частицы и правила подбора вопросительных частиц с примерами. Построение вопросительных предложений подчиняется закону сингармонизма. Для твердых слов твердые частицы, для мягких слов мягкие частицы. Последняя буква в слове определяет, с какой буквы должна начинаться частица. Вот образец предложения. На русский язык это предложение переводится. Это яблоко. Чтобы построить такое предложение, по-русски достаточно вопросительной интонации. А в казахском языке нужны частицы. Итак, давайте начнем. Первое слово алма. Алма слово твердое. Значит, мы подбираем частицу из первого столбика. Смотрим на последнюю букву. Последняя буква – это гласный звук. Смотрим на правила. После конечных гласных Р и краткое Л подбирается частица ма или ме. Значит, мы сюда подберем ма, потому что слово твердое. Следующее слово бор, тоже слово из этого ряда подбираем. Смотрим на последнюю букву. Это Р, значит мы подберем ма. Следующее слово мягкое, оканчивается на и краткий, поэтому мы подбираем ме. Юме. Терезе слово мягкое, оканчивается на гласный, поэтому мы сюда подберем частицу ме. Нан слово твердое. Смотрим на правила. После конечных ж, з, м, н, н подходят частицы, которые начинаются с буквы Б. Значит, нан-ба, потому что слово твердое. Калам тоже слово твердое. Подходит под это правило, поэтому сюда мы подберем ба. Клем слово мягкое. Подпадает под это правило, поэтому мы берем бе. Клембе. Сегіз бе, мягкое слово, оканчивается на за, поэтому бе. Слово дуб оканчивается на глухой согласный, поэтому и окончание должно начаться с глухого согласного. Слово твердое, поэтому сюда подходит па. По принципу подобное притягивает подобное. Сагат оканчивается на глухой согласный звук, поэтому сюда подходит па. Ушергыш слово мягкое, потому что в слове мягкий в дважды встречается, оканчивается на глухой согласный, поэтому мы сюда подберем частицу пе. По данной аналогии подбираем сюда тоже пе. Мягкое слово и оканчивается на глухой согласный. Итак, мы образовали с вами вопросительные предложения. Мынау алмама – это яблоко, мынау борма – это мел, мынау үйме – это дом, мынау тереземе – это окно, мынау нанба – это хлеб, мынау қаламба – это ручка, мынау клембе – это ковер, мынау сегізбе – это 8, мынау доппа – это мяч, мынау сағатпа – это часы, мынау өшіргішпе – это ластик. Мынау төртпе – это 4. Предложения с вопросительными частицами называют еще общими вопросами. Такие вопросы ставятся к слову тереземе, к словосочетанию қызық кітаппа – интересная книга, к предложению сен осында тұрасың ба? Ты живешь здесь? Ответ на вопрос вопросительной частицы начинается со слов «я» или «жоқ». Мысалдар, примеры. Мынау сағат па? Я, мынау сағат. Это часы? Да, это часы. Мынау қарындаш па? Жоқ, қарындаш емес.
Это карандаш? Нет, не карандаш. Мынау өшіргіш пе? Жоқ, өшіргіш емес. Это ластик? Нет, это не ластик. Мынау Абай көшесі ме? Я, мынау Абай көшесі. Это улица Абая? Да, это улица Абая. Сенің атың Аслан ба? Жоқ, менің атым Асан. Тебя зовут Аслан? Нет, меня зовут Асан. Ауа райы жылы ма? Я, ауа райы жылы. Погода теплая? Да, погода теплая. Итак, сегодня мы с вами познакомились с вопросительными частицами в казахском языке. Их 6. Это ма, ме, ба, бе, па, пе. Они подбираются к словам строго по правилам закона созвучия. Учились строить вопросительные предложения с их помощью и узнали, что ответ на вопросительные предложения всегда начинаются со слов «я» или «жок».